Всем привет, товарищи. Сегодня у нас марксистский кружок, посвященный теме «Государство и революция». Это труд Владимира Ильича Ленина. Что он понимал под государством и революцией, и какую роль вообще сыграла вообще в коммунистическом движении. Ну, с чего хочется начать, это когда был написан этот труд, он был написан в августе-сентябре. В августе-сентябре 1917 года. А что было чуть раньше, кто-нибудь помнит? Ну, когда он пришел в дом? Август-сентябрь 1917 года. Февральская революция? Нет, был этот переворот июльский. Да, и была попытка июльского восстания, которое было проиграно, и тогда большевики были в опале и готовились уже к Октябрьской революции. То есть государство и революция – это, наверное, один из самых важнейших произведений Ленина, потому что Ленин здесь защищает именно саму революцию, защищает ее от разного рода оппортунистов, там, социал-демократов, которые сейчас так называемые социал-демократы, которые уже полностью отошли от марксизма. Они уже на тот момент они уже как бы были против революции. А что мы видим сегодня, да, то, что они уже окончательно от марксизма полностью отошли. Ну и вообще в этом произведении Ленин, он активно борется именно с этим оппортунизмом. Он доказывает важность сотворения пролетарской революции, то есть перехода от одной формации к другой. И как бы это очень как бы хорошо делает. Ну, наверное, начнем, да, разбор государства и революции. Вообще, что такое государство? Кто-нибудь может сказать в марксистском понимании, конечно? Правящего класса, если быть точнее. Да, государство – это аппарат насилия правящего класса. Исторически государство появилось там, где невозможно было решить классовые противоречия. Ну и с этой точки зрения, с этой марксистской точки зрения, социал-демократы хотели сказать, что, дескать, государство, оно как бы примиряет враждующие классы, и, дескать, на этом поприще можно было как бы от революции отказаться. На самом деле это, конечно же, полный бред. Дело в том, что государство, оно действительно является аппаратом насилия, репрессивным аппаратом правящего класса, который таким образом борется против эксплуатируемого класса. Например, при феодализме это были крестьяне, при рабовладельческом строе это были рабы, ну а при нынешнем капиталистическом обществе это являемся мы, пролетарии. Ну и таким образом Ленин приходит к выводу, то, что пролетариат, он должен взять власть, чтобы как бы, зачем ему брать власть, чтобы стать непосредственно правящим классом, который будет с помощью этого государства что делать? Да, подавлять эксплуататорский класс буржуазии, который при переходном периоде или же при социализме все еще играет некую роль. Он при социализме пытается вернуть обратно... Диктатуру пролетариата вести. Да, будет непосредственно диктатуру пролетариата, чтобы как бы подавлять настроение буржуазии, которая уже к тому моменту лишилась полностью своей власти, и как бы к тому моменту класс буржуазии, он как бы уничтожен. И это очень важный момент,
то, что при социализме правящий класс уничтожен. Например, я вот недавно читал книгу Лазаря Филиппова, там, да, в 4 кабинете. Он говорит то, что, дескать, при социализме как бы это такой решающий этап борьбы между классами, типа, и в этом как бы в этой эпохе это не формация, это именно как бы первая фаза коммунистического общества. Он говорит, что там, дескать, кто кого победит, да? Этот вопрос решается. Но на самом деле этот вопрос мы уже решили во время пролетарской революции. И в этом как бы одна из ошибок Лазаря Филиппова. Так, ладно, пойдем дальше. Пролетариат, он берет власть, государственную власть и как бы осуществляет пролетарскую диктатуру, чтобы подавлять именно вот буржуазные какие-то пережитки. Мы уже к этому времени, как я уже сказал, полностью от класса капиталистов избавились. И при социалистической формации мы имеем именно дело с тем, чтобы уничтожить именно такие как бы родимые пятна капиталистического общества, которые остаются при социалистическом обществе. То есть боремся с какими-либо буржуазными проявлениями, то есть буржуазными пережитками, там, именно вот настройки, именно в культурном плане, скорее. Ну и, собственно, что дальше по поводу государства говорят разного рода оппортунисты. Социал-демократы, например, говорили то, что государство, оно должно отмирать постепенно. Да? Они пользовались именно цитатой Маркса о том, что государство, оно отмирает. Но они по этому поводу очень сильно ошибались, либо ошибались намеренно, потому что Маркс имел в виду отмирание государства как института вообще, а не именно буржуазного государства. По поводу буржуазного государства Маркс говорил именно его полном уничтожении. И заменой этого буржуазного государства государством, так сказать, пролетарским, да? Которое будет существенно отличаться от этого буржуазного государства, потому что буржуазная сущность этого государства уже будет к тому времени уже полностью изжита. Ввиду отсутствия класса капиталистов и будет постепенно дальше отживаться к движению к полной фазе коммунистическому обществу. Буржуазное государство, как я сказал, полностью уничтожается, и по мере движения к полной фазе коммунистического общества государство, оно что делает? Отмирает. Да, именно полностью отмирает. То есть исчезает именно как бы сама сущность государства, и в том числе какие-либо управляющие. Ну, то есть, нет, то есть я имел в виду именно инструменты подавления класса, одного класса над другим, да, потому что класс капиталистов уже к тому времени не остается, и не остается именно родимых пятен, против которого создавалось именно пролетарское государство. Ну и дальше, да, какие, например, родимые пятна остаются в пролетарском государстве? Это помимо, например, стремлений возродить именно капитализм, там, например, это бюрократия, да? Это то, что именно, по моему мнению, и погубило, и по мнению многих нас, погубило Советский Союз. Бюрократия, она пытается как бы действовать буржуазными принципами, то есть пытается превратиться в класс капиталистов, что мы увидели на примере Советского Союза. Да? Но бюрократия она существенно отличается от
бюрократии буржуазной. Это по мнению Ленина. Да? То есть бюрократия, она здесь уже как бы становится пролетарской. И по мнению Ленина уже должна была постепенно изживать, эта бюрократия уже должна была постепенно исчезать, там, пропадать, ну и так далее. Но на примере Советского Союза, как мы видели, это то бюрократия, она то исчезала, то появлялась, и, вот, например, где-то с брежневского периода она существенно начала набирать просто гигантскими темпами свои обороты, да? Что мы помним? Что появилось при Брежневе? Кто-нибудь помнит? Ну, да, номенклатура, она, наверное, была и раньше, но существенно при Брежневе начала появляться именно теневая экономика. Ну, больше экономический процесс, наверное. Да, начала появляться теневая экономика, неформальный сектор. Да, Да, я немного отклонился. Дискуссия начнется, дискуссия опять тут много мнений, может быть, очень много. Ну да, там все-таки эта тема, она большая. Оставим. Ну, отмирает государство, и так, ну, вы с социал-демократической точки зрения уже разобрались, на чем, например, настаивали анархисты, да? Да, анархисты в свое время при полемике с Марксом еще, во времена Первого интернационала, там были Бакунин, да, они настаивали на том, что государство, оно должно быть уничтожено непременно и полностью. Вот, например, да, где мы видели, например, проявление этого анархизма, мы видели это, например, при Махно, мы видели это при революционной Каталонии в Испании, там, где там анархосиндикалисты пытались устранить власть, да? Ну, что мы можем сказать, то, что у них не получилось. Потому что государству все-таки нужна революционная диктатура, ей нужен инструмент подавления эксплуататорского класса, и ему нужна какая-то организованность. Да? И Парижская коммуна, она в какой-то мере, она и анархистами в том числе, она признается как бы первым как бы анархистским образованием. И, наверное, именно по этой части Парижской коммуне ей не хватило именно самоорганизации. Она именно по этой части, по этому поводу она и развалилась. Ну, например, почему, например, Махно, Нестор Махно, он так долго продержался, да? Потому что он был как бы, как-никак, там проявлялась его какая-то личная диктатура, если внимательно присмотреться. Там была его военная диктатура. И поэтому, наверное, Махно, он так, ладно, это я опять ухожу. Ну и, в общем, Маркс по этому поводу, именно почему я это говорю, Маркс по этому поводу, он был прав. То, что пролетариату нужна непосредственно революционная диктатура именно пролетариата, чтобы подавлять именно вот попытки буржуазии вернуть контроль над государством, вернуть свою власть. А они будут пытаться это делать прям очень жестоко. Как мы видели на примере Октябрьской революции, как мы видели на примере подавления социалистических революционных образований на территории Европы, как мы видели это на примере именно Парижской коммуны, ее очень жестокого подавления. Ну и дальше. Ленин говорит о том, что необходимо в том числе и уничтожение парламентаризма. Да? То, что при рабочем государстве не будет уже и парламентаризма, как бы оно уже будет не нужно. Потому что выборность при социалистическом государстве, она будет непосредственно самой всеобъемлющей. Будут выбирать и представителей, например, заводов, там, директоров,
и На так далее. местах. Да, на Советы местах. будут организовать. Да, на местах. Именно это и имел в виду Ленин и Маркс. И именно поэтому как бы Маркс и Ленин считали, благодаря своей выборности, благодаря тому, что власть принадлежит эксплуататорскому классу, то, что демократия здесь, демократия при социалистическом государстве, она намного более демократическая, нежели чем при буржуазном государстве, да, потому Почему? что, Как ты можешь объяснить? да, Приведи, пожалуйста. я говорю так, потому что власть при социалистическом государстве, она принадлежит большинству. То есть не Именно про выборность. Ты же говоришь, что там выборы. Пример приведи, пожалуйста. Почему? выборы, ну, например, Демократия социалистическая гораздо более справедливая и правильная. ну, при Советском Союзе все-таки, например, Советы образовывают. да, при советах мы, например, у нас были советы, мы выбирали фабрично-заводские комитеты, мы выбирали, как бы, по крайней мере, на первых этапах Советского Союза, советского строя, мы выбирали и директоров заводов. По месту работы не так, как По профессиональному Да, признаку по профессиональному. он будет более эффективным, потому что ты выбираешь человека, Да. ты уже непосредственно с ним взаимодействуешь при производстве каком-то. А по территориальному признаку, какой дядя Вася из округа выбирается, лучше никто не знает, правильно? Он даже там прописался там. Ну и, например, до 1936 года, например, в советском государстве выборы проводились именно по рабочему признаку, да, а не по территориальному, как это, например, сейчас есть и в современном буржуазном строе, и вообще везде. Ленин как раз говорил, то, что почему парламентаризм должен быть как, пережить Да. в прошлом, потому что обычный человек, простой человек с улицы не мог участвовать в этих выборах, потому что не было таких средств, денег, там, связи и прочее. Да. То есть демократия не Еще там, по-моему, написано, что сам по себе парламентаризм, сам по себе буржуазный парламент – это один из способов договориться разным группировкам Да. при капитализме. Организоваться, просто организовать какой-то либо консенсус разных вопросов. А что вообще оппортунисты, да, эти социал-демократические оппортунисты, хотели сделать с парламентаризмом? Они хотели этот парламентаризм защитить, они хотели именно через этот парламентаризм уничтожить, например, там, избраться в парламент, и через этот парламент, например, прийти к социализму, полностью уничтожить, по их такому оппортунистическому мнению, через этот буржуазный парламент мирным переходом перейти к социалистическому государству. Это отрицание насильственной революции. Да. Как вы думаете, это вообще возможно? Это невозможно. Да, я тоже так считаю, что По марксизму. история, да, она как бы доказала, да, то, что через парламентаризм это как бы В рамках совсем буржуазного реально. общества. Да, в рамках буржуазное общество просто не даст это сделать. физически. Да. Как ты говорил, что у нас государство? Это воля этого правящего класса, возведенного в абсолют. Да, Какой у нас правящий класс сейчас в России? Буржуазия, капиталист. да. Причем буржуазия такая наиболее, То есть они не становятся ничем. да, такая диктаторская. Ну, самый основной Самый инструмент строительства пролетарского государства – это же первоначально захват средств производства. Да, Самое первое. да, Самое основное, это вообще основа вообще всего, по идее. А это практически невозможно условие. да, При парламентаризме это невозможно. да. Да. То же самое, что произошло в Чили. Как будто бы социалисты к власти пришли, но он же буржуазия-то заигрывал аренды. Зачем это закончилось потом? Зачем хорошим? И значит к власти пришел. Ну, наверное, именно по этому поводу социал-демократы, они как бы полностью отказались от марксизма. И в период прихода именно неолиберального строя, да, в 80-е, 90-е годы, в период уничтожения, полного уничтожения социалистического нашего государства, Советского Союза, они уже полностью как бы отказались от марксистских принципов
от перехода к социалистическому государству. Они смирились с тем, то, что буржуазное общество, оно будет существовать всегда. И они как бы пришли к выводу, то, что нужно именно социальное государство, да? Как, например, в Швеции, с такими как бы большими поблажками. И они сейчас это называют именно социализмом. Это вот именно сейчас такое наша, наверное, одна из больших проблем, то, что социальное государство и между социальным государством и социализмом ставится именно вот знак равенства. Я очень много слышу, например, о таком словосочетании, как шведский социализм, да? Хотя какой-то может быть социализм, если там, например, может быть там и социальное государство, да, с точки зрения, что там, например, вроде как раздают бесплатно квартиры и то и прочее, но и, например, по большей части очень много там, например, на данный момент уже постепенно попираются права именно трудовые, да, права рабочих. Например, права мигрантов, там, как ни странно, они вот тоже попираются. Я как бы уже государственную революцию уже закончил, поэтому я тут после своей вставляю. И с другой стороны, это анархисты. Анархисты, да? Что мы видим среди анархистов? Они полностью, как бы, их теория полностью как бы проиграла. Они не смогли установить как бы свою анархистскую невласть, так скажем. У них это как бы... И поэтому они сейчас превратились в такую как бы маргинализированную тусовку, такую, так скажем, постмодернистскую, такую, да, которая полностью как бы лишена связи именно с рабочими и вообще Ты договоришь, как будто сейчас коммунисты там на высоте. Саня, сейчас сможешь... коммунисты хотя бы... Саня, последовательно Коммунисты... по тезисам. Сможешь сейчас по тезисам сказать, что его в виду простыми словами? Ленин, когда писал эту работу, Да, ну... первое, что не соглашательство, да? Правильно понимаю? Да, есть соглашательство между оппортунистами и буржуазным государством. И Ленин говорит, то, что это соглашательство даже, наверное, такое именно специальное, оно было и создавалось именно по воле буржуазного строя, потому что он там приводил пример, то, что там им платили деньги, что ли, я уже сейчас не вспомню, там надо читать. Следующий тезис. Следующий тезис, зачем пролетариат берет власть? Он берет эту власть с целью именно уничтожения именно буржуазных порядков, именно установления своей власти, именно уничтожения капиталистической частной собственности. Частной собственности на средства производства вообще именно. Далее он приводит пример Парижской коммуны, почему они проиграли, в чем ценен их опыт и так далее, да? Как нам сейчас ценен опыт Советского Союза. Далее он говорит об отмирании государства, почему государство должно полностью отмереть, да? Какое государство именно отмирает, и почему он должно быть уничтожено именно буржуазное государство, и почему на его смену должно прийти пролетарское государство. Тут он спорит, как... Да, я это уже говорил, то, что по мере движения к полной фазе коммунизма это государство должно полностью отмереть. Ну и уничтожение парламентаризма, почему парламентаризм должен быть уничтожен. Ну и, наконец, о рабочей демократии. Да? Что такое демократия в пролетарском понимании, в чем ее отличие от буржуазной демократии. Ну, это кратко то, о чем Ленин написал в «Государстве и революции». Вопрос можно, да? Много вопросов. Ну так, послушал я впервые вас, коллеги. Но такого характера вопрос. Вот прозвучало, что на сегодняшний день коммунистическое движение, значит, не совпадает с марксистским направлением, которое мы на сегодняшний день проецируем. Это как бы, между прочим, прозвучало. Почему так считаете?
Значит, Коммунистическое движение, еще раз повторите вопрос. ну, прозвучало в самом начале, что на сегодняшний день мы вот как коммунистическое движение, ну, не по направлению марксизма идем. Не идем по направлению марксизма. Ну, вообще, я, например, говорил о социал-демократическом движении, да? Почему оно отошло именно от марксистских идеалов, в том числе и, например, те партии, которые называют себя коммунистическими, да? Это в Европе, в том числе и на постсоветском Союзе есть такие партии. Почему они отошли? Потому что мы испытали большое поражение именно в лице Советского Союза, поражение, можно так сказать, и социализма перед капитализмом, перед неолиберальным строем капитализма. Конечно, это поражение, на мой взгляд, временное, да? И это поражение, в какой-то мере отход, может быть, является, я подчеркиваю, может быть, является вынужденным, чтобы как бы сохранить свои какие-то оставшиеся фронты, оставшиеся силы. Шаг вперед, два шага назад. Да. Ну, на сегодняшний день вот как коммунистическое движение, которое, вы членами партии являетесь, мы придерживаемся марксизма или мы как-то, вот действительно, как ты говоришь, пока отступаем от него? Мы придерживаемся. Придерживаемся. Хорошо. И я всем советую придерживаться. Так, второй у меня такой вопрос. Вот прозвучало действительно государство, как это ГМАТ, который, как говорится, на каждого человека это действует негативно, и в итоге, значит, мы к чему стремимся? Получается, что у нас не будет государства? Да, государство в конечном счете при коммунистической фазе существовать вообще не будет. То есть мы стремимся к этому. Да. А вот как сравнить, вот, допустим, есть корпорации, синдикаты, так называемые, они же ведь тоже ведут к тому, чтобы не было государства на сегодняшний день. Они же международные. Ну, это, наверное, такой вопрос дискуссионный. Да. Ну как империализм? Ну да, это... Вот у нас империя. Да. Когда Грузии всегда власть... Так, насчет корпорации этот вопрос, наверное, дискуссионный. Да? Да, потому что вот не факт, что это разрастание всего вот этих больших монополий. Да, это, наверное... Он, скорее всего, не приведет Вот к я, например, читал то, что... уничтожению государственной власти, потому что в любом случае государство, как аппарат насилия, он будет необходим буржуазии, чтобы там подавлять, убеждать людей. Там. Это может привести только к фашизации общества, именно к фашизму, когда уже и капитал остается полностью государственным. Если честно, с экономической точки зрения, если посмотреть, даже буржуазии нужна государство. Вот, допустим, чтобы центр империалистического мира, то есть наша Америка, чтобы их не монополии, что их корпорации зарабатывали огромные средства, надо, чтобы периферия была бедной. Что же можно сделать, чтобы сделать периферию бедной? Прямое сильное военное вмешательство. Либо на местах там элиты, которые обслуживают государственную власть, которые просто защищают интересы тех корпораций. Элементарно все те же самые вот эти режимы, которые на постсоветском пространстве образовались там в Африке, да, это же ставленники капитала. Нет, просто мне кажется, это прямое подчинение. Прямое подчинение, да. Дополнительные внутренние. Хорошо, можешь согласиться. А вот в идеале, хорошо, мы вот пришли, и вот у нас действительно отпало государство. Ну и как управлять всем этим делом, чтобы мы согласованы это действие? Изначально там предполагается в том, что сначала происходит захват власти и обобществление средств производства, 100% обобществление, тем самым пролетариат сам себя уничтожает как класс. И да, естественно, пролетариатское государство образовывается. Общее. Да. Общеземное. Да. А кто работает? Нет, общеземное, конечно, Мы же говорим о слишком государстве. далеко. Нет, мы же говорим о государстве, отпадает. Нет слова государство. Вообще в марксистском понимании, да, вы, наверное, имеете в виду то, что вот государство это такой как бы управляющий институт. Да, вы именно с такой точки зрения, да? Но с марксистской именно точки зрения государство это аппарат насилия. И ввиду того, то, что как бы родимые пятна буржуазного строя при социализме они исчезают и полностью исчезают по мере прихода к полному фазу коммунизма, они как бы государство с этой точки зрения как аппарат насилия уже становится как бы не нужным. И я считаю, что, наверное, к тому моменту, вообще к тому моменту уже пролетариат, он будет как бы настолько организован,
что такие как бы централизованные, наверное, органы управления ему, наверное, будут не совсем нужны. Через самоорганизацию, через сознательность. Ну, Вот. знаете, Мы подошли к самому больному месту. Да. Давайте поднимемся непосредственно к автору, как бы, да, вот этой теории Так. Ленина. Он так и сказал, то, что вмешательство государственной власти в общественные отношения станет мало-помалу излишним и практически само собой. Да, На место вот именно. управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. То есть государство не отменяется, оно отмирает. Вот как раз вот эта работа, как раз вот этот тезис как раз получил свое развитие в этой работе «Государственная революция». Ну, как раз вот, мы сейчас разбирали. И вот как раз продолжали. Да, мы пропустили Ну, вот- тот момент, что вот. по Ленину, да, то, что, наверное, такие органы управления при полной фазе коммунизма, они будут существовать будут только в экономике. Когда Только в экономике, Да. а остальное. Остальное, Производственные отношения. Когда была Особенно- попытка вот это сделать у нас в СССР? Читали «Новое экономическое развитие»? Ну, После этого, съезд, не помню какой, после 85 года съезд КПСС, было как раз принято решение, Новое экономическое да, было принято как раз решение к переходу, вот именно уже вступление фазы, к переходу к такой самоорганизации. То, что предприятия будут переходить людям, там хорошо очень написано. Дело в том, что произошло в тот момент, это другое совсем, а именно вот в этой книге очень интересно написано все фазы, как переходит, как это. Вот тоже на основании, конечно, марксистско-ленинской теории. Ну, Вот самое, хорошо наверное, написано то, что вот, Красиво. самое, наверное, важное, предприятие то, к передается чему это коллективу, привело. соответственно, коллективы взаимодействуют между собой, но тут же Знаешь, Слава, что тогда произошло? Это- Получается, в 85-86 году вот эти кооперативы начали, получается, складывать у себя капитал. Да, выслушай меня, выслушай, начали складывать капитал. Эти кооперативы, да, имели возможность покупать тот же самый товар у крупных, получается, компаний, государственных, которые покупали за одну цену, получается, продавали за другую, получается. И начался жесткий перекос вообще. Когда вот социалистическое общество, да, плановое, вот такие вот, вносятся рыночные методы, получается, то начинается конкретный перекос. вообще. вот именно что по самой теории не должны были внесены рыночные. Не было воспитано, вот как тут сказали, немножко пропустили этот момент, это именно пролетарское сознание. У них умысел другой совсем был. Да, Там цель другая была. конечно, да. Умысел в книжке написано, я имею в виду, простым языком правильно, а люди реализовали, соответственно, с каким вот, с выгодой, Мы просто конечно. использовали этот момент. Как раз Да. Как говорится, По слову можно, как да? говорится, да. Ну вот, он говорит о книжке, а я являюсь, как говорится, вот тем, кто проводил эту политику, да? Волей-неволей был на производстве, я после говорил как-то об этом деле. Вот. Я столкнулся с этим. Я говорю, были руководители, которые чуть не стрелялись из-за этого. Приходили ребята, вот так повозили, компанию подняли, целый завод, цех, надо что-то выполнять. Цех-то не производство, он здесь выполняет, потом должен продукцию куда-то еще послать. А вот эти бузитеры, да, давайте меня, он ничего не соображает. Вот к этому подошли, почему я говорю экономическим, кто будет у нас управлять, как это будет. И мы с этим столкнулись, да, ребята срывались. 30-летний, 35 лет срывать, вот специалист, я не знаю, что делать. Приходил ко мне уже, запиваться стал. Хотя вот такой цех, там небольшой, там ремонтный. А какие вот эти большие коллективы, комбинаты, как им было? Вот это было движение, вот это было начало развала. Мы вернулись от 36 года, вот вы же говорите, 30-х годах, да? Там вынуждено было что-то. Сейчас мы сюда вернулись, в 80-х, 90-х годах. И что, к чему пришли? Полным развалом. Вот это было начало.